Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года для водолеев. Посмотрим самые главные события на Таро, на Ленорман отношения, работу и на цыганском оракуле финансы и совет. Сначала главные события недели. Выпадает карта. Отлично, колесо фортуны. Так, вверх ногами я его кладу. Так. Отношения, 3 карты. Для тех, кто в поиске своего партнера. Для тех, кто в паре уже. Водолеи самые счастливые в отношениях. И для тех, кто в ссоре. Посмотрим работу. Для тех, кто ищет работу. Для тех, кто уже работает. И для тех, кто работает на себя, у кого свое дело. Финансы для тех, кто работает, финансы для тех, у кого свое дело, и совет на неделю. Замечательная карта основная выпадает у водолеев, колесо фортуны. Карта говорит о том, что вам будет просто вести. У вас будут все возможности для того, чтобы осуществить желание, для того, чтобы решить какие-то важные вопросы, связанные с отношениями, с работами, с перемещениями какими-то, путешествиями, переездами, приобретением недвижимости, приобретением всего, что вам необходимо. Может быть, самое важное для вас обрести свою половинку. Да? Вот эта карта, это символ мужчины для женщин. Да? Мужчины, мужа, человека влиятельного, на которого можно положиться, человека ответственного. Если мы будем говорить о мужчинах-водолеях, то это как раз вот та неделя, когда вы можете проявить себя с самой лучшей стороны. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то очень неожиданные ситуации, к которым вы совершенно не готовы. И, возможно, даже вы как-то можете их воспринять достаточно сложно, да, но в любом случае это все к лучшему. Также карта говорит о том, что есть возможность по этой карте решить какие-то юридические вопросы. Просто вот вам будет помогать случай, вам будет помогать небо, да, жизнь, люди окружающие. В общем, все ситуации будут складываться в вашу пользу, в вашу сторону. Эта карта также говорит о том, что могут какие-то ситуации прошлые, которые уже были в вашей жизни, повторяться, да, как бы новый виток. Конечно же, не совсем, да, но это будет что-то похожее. Замечательная неделя для водолеев, знаменательная, да, когда жизнь меняется. Отношения. Для тех, кто находится в поиске, выпадает карта Аист. Это карта перемен. Да. Вы можете действительно встретить пару свою. Посмотрите, как они тут похожи, эти две птицы, да. И вы действительно с одними интересами, с одним взглядом на мир, с одним взглядом на устройство там, семьи, дома, отношений, с одним отношением к детям. В общем, все у вас здесь сходится. И эта карта, она, знаете, связана с Ураном и с Меркурием. То есть Уран – это неожиданность. То есть любые неожиданные встречи вы должны приветствовать. Даже можете своего партнера встретить там в воздухе, да, допустим, при перелете из одной страны в другую, да, из одного города в другой. Либо это может быть просто поездка какая-то, либо это просто даже вот по своему городу будете идти, неожиданная какая-то встреча будет. Но здесь какое условие? Вы должны обязательно проявлять, проявлять внимание. Вы должны
откликаться. Если, допустим, человек хочет с вами познакомиться, вы должны идти навстречу. Если даже он как бы не обращает на вас внимания, вы должны проявить инициативу, потому что по Меркурию, да, мы должны коммуницировать, мы должны знакомиться, заводить новые связи, звонить, писать и так далее. Теперь для тех, кто в паре, выпадает карта звезды, замечательная карта, которая говорит о том, что будет удача во всем, абсолютно у водолеев, вот в вашей паре, все, что бы вы ни задумали, да, может очень много, кстати, исполниться ваших желаний в эту неделю. Может быть, у вас такое единение будет, вот такое будет ощущение, что вы действительно созданы друг для друга, будет такое вот гармоничное состояние. Также карта говорит о том, что могут сбываться предсказания. Может быть, жизнь будет давать какие-то знаки, которые будут очень важны для вас. Вот смотрите, ориентируйтесь. Также карта связана с какими-то неожиданными событиями. Может быть, отдаленные какие-то ваши планы, мечты начинают реализовываться, либо вы на этой неделе начинаете мечтать о чем-то важном, вплоть до домика в деревне, да, или в лесу, или еще что-то такое, да. В общем, у вас действительно очень такой хороший период эта неделя. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта завершения ситуации. Она говорит о том, что вот что вы заслужили, то и получите. Если, допустим, вы как бы действительно нужны друг другу, если вы как бы помогаете друг другу расти, развиваться, если вы уважаете друг друга, то вы сохраните отношения. Если же вы совершенно друг другу не подходите, разрушаете друг друга, то тогда ситуация таким образом будет устроена, да, что вы захотите сами эти отношения прекратить. Но в любом случае этот вопрос должен решиться на этой неделе. И как он решится, вы должны знать, что это правильно. Даже если вам будет, допустим, что-то не нравится в ситуации, вы знаете, что со временем вы поймете, что так лучше. Работа. Для тех, кто ищет работу, выпадает карта «Кольцо». Это может быть как подарок для вас. Допустим, вы искали долгое время, да, и вот встретили то, что хотели всегда, о чем мечтали, то, что вас радует, греет сердце. Также карта говорит о том, что вы можете найти работу, которая соответствует вашему опыту. То есть вы уже проходили весь этот процесс, вы уже все знаете здесь, вы тут мастер, и вы тут действительно сияете как специалист, да, вас там просто с руками оторвут. И будете все время подтверждать вот это высокое звание профессионала, да. То есть здесь действительно может быть все очень хорошо у вас. Также по кольцу еще что может быть? Может быть заключение прям договора, да, может быть уже обязательства какие-то вы возьмете на себя, да, то есть подпишите уже договор трудовой, возможно. И, кстати, вот эта карта положительного ответа, да, то есть может быть вы будете к кому-то обращаться, может быть, к вам будут обращаться, но вот здесь вот положительный ответ. Для тех, кто работает, карта якорь, замечательная тоже возможность для того, чтобы проявить себя. Карта говорит о том, что, может быть, у вас есть какие-то цели, очень такие, как бы отдаленные, да, и вы идете к ним, вот вы прям чувствуете, что как бы все движется к тому, чтобы они реализовывались. Очень стабильно себя чувствуете на работе, стабильная ситуация, есть ориентир, у вас надежные такие люди окружают, надежные условия работы. И эта карта также такой настойчивости и решительности. Если, допустим, что-то вас не устраивает, то вот нужно стоять на своем. Даже, может быть, где-то храбрость какую-то проявлять. Но в любом случае карта хорошая, либо очень все стабильно, либо вам нужно сделать это стабильным, и у вас есть для этого возможность. Для тех, кто своим делом занят, здесь вот карта связана с красотой, с отношениями. Может быть, кто-то из вас занят услугами, которые вот оказываются
вот именно в такие праздники, да, вот как, допустим, 23 февраля, День Святого Валентина, либо просто любые какие-то ситуации, когда вот людям нужно, чтобы вы удивили их родных, да, вот вы, может быть, в такой сфере работаете, и для вас это успех. И те, кто продает цветы, те, кто продает какую-то бижутерию, красоту, в общем, какие-то поездки, возможно, туры, да, вот для всех будет очень успешное время. Вообще карта говорит о том, что вы будете радоваться тому, что вы делаете, люди будут вас благодарить тоже сердечно, вы будете, скорее всего, прям стараться очень заботиться о ваших клиентах, выполнять свои услуги прям с любовью. Тут все замечательно у вас. Такое ощущение, что вы так любите свое дело, что даже вот деньги бы за него не брали. До такой степени вы готовы в него вкладываться. А для тех, кто работает, есть возможность какого-то дополнительного дохода как подарка. То есть, может быть, здесь это еще не оплата, не зарплата, да, а вот просто какое-то вот денежное такое вознаграждение, премия, просто приятное какое-то поступление финансов. Но, скорее всего, это еще не все деньги, которые как бы вам причитаются, просто какая-то часть. Для тех, кто работает, вернее, для тех, у кого свое дело, выпадает карта «Любовь». Опять же, у нас здесь вот две любви, да, то есть деньги приходят естественно, как раз и приходят потому, что вы очень любите свое дело, вы отдаете себя всего, свое сердце отдаете этому делу, и вас очень любят ваши клиенты, ваши услуги очень ценятся, и поэтому вы, конечно, не бедствуете, да. У вас действительно такая неделя очень приятная и в финансовом плане. Причем вы вот тут особо даже не напрягаетесь, возможно, уже все как бы привычно происходит, да, и у вас еще как бы много стрел тут, вы можете еще и еще увеличивать свои доходы, то есть для вас, скорее всего, это лишь только этап какой-то, то есть есть возможность и дальнейшего увеличения, уже какой-то опыт есть, какой-то успех, есть на что опереться, но вот и есть возможности для роста, для дальнейшего, для открытия каких-то новых источников дохода. Совет для водолеев выпадает карта легкомыслия, да, эта карта действительно легкая, когда мы перестаем думать о каких-то важных вещах, то есть для того, чтобы у нас все ладилось в серьезных делах, нужно обязательно давать себе отдых, отключать мозг, давать себе возможность погулять, куда-то съездить, посмотреть на что-то красивое. В общем, отвлечься на искусство, на красоту, подышать свежим воздухом, пообщаться с удовольствием, да, красиво одеться, куда-то сходить. То есть вот об этом не нужно забывать. Хорошо деньги, хорошо отношения, да, хорошо какие-то там важные дела, но самое важное для нас в жизни – это счастье. Вот. А счастье мы можем получать только тогда, когда нет напряжения, когда мы расслаблены, когда мы замечаем то, что вокруг. Вот к этому нас призывает карта. Друзья, прекрасной недели. Всего вам доброго желаю. До новых встреч.